Мы поняли, что сегодня туристический зон имеет огромный потенциал, огромную любовь жителей и гостей столицы, поэтому это мы будем развивать. Уважаемые друзья, с открытием очередного зимнего туристического сезона. Ура! Еще раз. Вы там побывали? Да. Как там? Очень даже хорошо, они того стоят. Ну что можете показать или сказать? Все классно. А вам как? Надо самому испытать. А вы наверху были, да? Какие впечатления? Крутые, да. Когда поднимались, очень было круто. Очень красиво. На вершине вообще очень красиво. Ну, тяжело, конечно, в первую очередь. Подниматься и спускаться тоже было тяжело. Но ради этого вида можно на все. Что вы чувствуете, даже если вы поднимаетесь в национальной одежде, когда вот поднимаетесь и потом наверх? 62. Я чувствую себя бодро. Тут очень чистый воздух, кислород очень хороший. Все нормально, все отлично. Все отлично. А вот наверху вы были, что там нового для себя увидели? Вы же, наверное, не первый раз там. Да, не первый раз. У меня, как сказать, как человек, у меня душа еще раз раскрылась. Как Хангаласка, у нас тотем горел. Я себя чувствовал орлом. Летящим. Ну, от лица национального парка мы хотели бы предостеречь своих туристов, чтобы одевались по погоде, ну, можно сказать, потеплее, потому что тут у нас береговая зона, ветрено. И главное, чтобы обувь была не скользящая, во-первых, потому что по тропе будете выходить на гору. Наши туристы очень любят фотографироваться на склоне. И мы хотели бы обезопасить их, чтобы они не сходили с тропы. Потому что бывали случаи, то, что они выходили с тропы и попадали в снежную лавину и камнепадом. В случае, если погодные условия у нас изменятся, у нас тут обустроены специальные площадки, которые можно переждать и ливень, и снегопад. Беречь свою жизнь, здоровье, соблюдайте технику безопасности, во-первых, и приятного отдыха всем нашим туристам.
прикиньте, вы отдыхать приехали. А почему именно это место? Не знаю, все совпало, и открытие детских столбов, ну и подальше от города. Ну, я так первый раз вижу, что вот так капитально к этому подошли. Это ваше хобби, так капитально к этому подходить? Это не мое хобби, там, вот там сидит главный. Сегодня так отдыхают якутские туристы. Из Якутска нет? Да. Приехали к друзьям на открытие сезона. Заодно испытываем новые палатки. Сегодня будем ночевать, первая ночь. Ну, палатка на 12 человек, но мы планируем 10 человек. Ну, так как печка. Ночью будем вот тут, новая технология, как бы. Жизнь развивается, и это на ночь поставим на газ. То есть топить, дежурить не нужно. Хорошо, что ребята приехали. Это Михаил Мясников, директор Инна Якутия, турфирмы, который с нами работает уже много лет. И на самом деле вот то, что новые новшества вводят в развитие нашего туризма, это на самом деле очень здорово. Таких палаток, которые могут выдержать такие сильные морозы у нас в республике, и такие ветра, наверное, очень мало разработок вообще. И на самом деле, если эта палатка покажет себя, зарекомендует в период данного тестирования очень хорошо, наверное, она будет очень популярна. И на самом деле это не реклама, но все-таки очень много всевозможных палаток используют наши туристы, наши гости здесь. Мы в том числе использовали. В том числе и наша компания Сухотутен использовали. Но сегодня мы не стоим на месте, мы ищем новых производителей, чтобы все-таки было более комфортно, тепло, несмотря на ветер, холод, мороз, чтобы можно было вот так на ледяной площадке установить палатку и более комфортно переночевать, отдохнуть и на подножии такого уникального места, наверное, это дорого стоит. Ну, это палатки такие используются для высотных восхождений. Это альпинисты в основном используют. Эверест. И в последние годы стали возить туристов в Антарктиду. И вот именно такие палатки ставят. Ну, тут долго искали палатки. Но проблема в том, что образование конденсатора внутри. Происходит, да? Да, происходит. У всех палаток практически. Да. И ну, из-за этой причины наши оленеводы до сих пор живут в брезентовых палатках, потому что это брезент пропускает влагу. А тут технология такая, что это вот влага она скатывается по внешнему тенту вниз, а утром как бы замешиваем лед, это просто стряхиваешь и все, палатка сухая. Это при условии, если будет гореть печка или... Это без печки. Это даже без печки, да? Да. Если испытание пройдет хорошо, то такие технологии для местных людей, для охотников, для рыбаков, для оленеводов. Палатка очень быстро ставится, для этого не нужно рубить жерди специальные, да? Можно поставить прямо на льду. Прямо комфортно. Да. И потом вот взяли баллон. Этого баллона по нашим расчетам на 3 ночи. То есть ночью не надо будет дежурить, топить печку, поставили вот горелку туда спереди и все. Спи, отдыхай. Это нормально, что в национальных парках появляются сувенирные лавки, а это уже как бы это обыденность и звон времени. Вы же тоже давно здесь? Ну это нормально, я думаю. По всему миру уже так. Что не хватает нашим покупателям или же парку вот с этой точки зрения? Ну я думаю, общественное питание здесь не помешало бы. И все вроде все есть.
И хороший интернет, наверное, нет? А, хороший интернет, да. У нас есть хороший интернет. И что вы могли пожелать вообще вот, жителям, чтобы когда они сюда посещали, приезжали, чтобы они, главное, имели в виду, я не говорю про то, что они должны иметь деньги с собой, другой вопрос, да? А вот что именно? Как всегда в Якутии, они должны иметь всегда с собой спички, соль и хорошее настроение. И что посоветуете одевать, кстати, да? Тепло одеваться это всегда, это техника безопасности в любом населенном пункте, в любых парках, это надо быть готовым к любой погоде. Тепло одеваться, надеяться только на себя в Якутии. А вы с той стороны, да, у вас агротуризм, да? А как? Гостиница, да? База, Ленский столб. Ровно через дорогу, вот здесь прямо. Через реку. У нас гостиница, на сегодняшний день 9 номеров. Все благоустроенные, в каждом номере душ. А сколько можно жить? Месяц, два или неделю? Хоть круглый год. Хоть круглый год. И сегодня это дорогое удовольствие, нет? Приезжайте, добро пожаловать. И работаем уже где-то с августа, сентября месяц. В тестовом режиме начали работать. Так, эта зима у нас, в принципе, и тестируется, все оборудование, весь дом и вся эта логистика, как она будет работать, смотрим. В принципе, тут все благоустроено. Самое главное, вот отличие от других, наверное, турбаз, которые есть в Якутии. В отсутствии инфраструктуры у нас есть отопление, вода, септик. И все это, зима показала, что все это хорошо работает. Вот у нас пока два здания. Получается, это вот серое здание, это основное здание, основной корпус. Здесь размещены 5 номеров, 3 номера люкс и 2 полулюкса. Здесь вот дом из контейнеров, из 4. Тоже экспериментальная площадка, скажем. Да. Вот такой пейзаж, очень, скажем, всем известный, но можно наблюдать эту красоту уже с комфортабельных номеров. Тут есть унитаз, раковина, душ, есть вода. Прямо вот так, да? Круглогодичное проживание. Летом можно в жару кондиционер включить. Зимой, если в номерах очень жарко, можно убавить тепло. У нас есть в каждом номере климат-контроль. Как говорится, обязывает такое значимое место для всей планеты, скажем, чтобы были такие комфортабельные номера. Любой житель и гость нашей республики может приехать, отдохнуть в этих номерах и почувствовать на самом деле приближение с той природой, которой у нас сегодня мы все гордимся. И хочу просто сказать, что благодаря вот таким предпринимателям и людям сегодня у нас туризм развивается и будет развиваться. Такие базы нужно строить, и нужно их строить намного больше. И иметь такой номер полностью, который отвечает всем международным стандартам, здесь, напротив Ленских столбов, это вообще нонсенс на сегодняшний день. И хотелось бы, чтобы действительно таких предпринимателей, таких патриотов
республики было намного больше. Тогда у нас с туризмом все будет очень и очень хорошо. Друзья, мы ждем вас на территории нашего парка и уверен, что вы получите все те эмоции и наслаждения, которые вы хотите получить именно от пребывания в нашем парке.